Знание истории тюркских племен, ханств и ислама помогает современным татарам глубже погрузиться в историю своего народа. Благо, Центр татарской культуры дает такую возможность всем желающим в Санкт-Петербурге. В рамках научно-образовательного центра Института Каюма Насыри преподается татарский язык. Пирая Рашитова, автор курсов, рассказала о его значимости. Татарская идентичность, обычаи, традиции татарского народа, как говорят гырыв-гадетлер, йолалар, они интересны тем, что татарский народ прошел историю народа из древнего Болгара, приволжские болгары, куда вплелись и арабский язык, их культура со времен пророка Мухаммеда, и тюркские языки, и персидские языки. Поэтому наш татарский язык обогатился еще и словами, заимствованными из языков этих древних народов. По словам Фиры Рашитовой, несмотря на то, что предыдущее поколение татар не разговаривало на родном языке, сейчас татарский становится востребованным, и люди приходят на языковые курсы, чтобы узнать историю своего народа, генеалогическое древо своих бабушек и дедушек. Я давно хотела попасть на татарские курсы, и наконец-то это получилось. Я уже, уже третье занятие наше. И что мне здесь нравится, обстановка, внимание, развитие, в общем, все не передать. Эмоции прям зашкаливают. Также в стенах Центра татарской культуры проходит множество интересных мероприятий. Например, проводятся фейсхановские чтения. 19 октября с рассказом об именитом ученом-богослове Хусейне Фейсханове выступил Дамир Хазрат Хусейнов, чтобы все, кто приходит в Центр татарской культуры, узнали, на чем зиждется знание татарского языка. И именно Хусейн Фейсхан остался в нашей памяти тем, кто оказался способным переложить старые истины на новые методики, чтобы довести их не только до самих татар, до самих носителей культуры, но и до православной. Кирилл Черепанов, Лилия Чугунова специально для Центра татарской культуры при Татарской национальной культурной автономии Санкт-Петербурга.